الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Альхамдулилля, по милости Аллаха, мы продолжаем с вами цикл лекций по тафсиру 30-го джуза. И сегодня мы с вами поговорим про суру Аль-Аср. То есть она одна из самых маленьких сур, которая состоит всего лишь из 3 аятов. Но мы знаем то, что Аллах Субханаху ва Та'аля, Он даже в маленькие вещи заложил очень большой смысл. И вот эта сура, да, сразу скажу, имам Аш-Шафи'и, да, это один из величайших ученых и основатель мазхаба, да, он говорит то, что если бы, говорит, была вот это всего лишь сура, то это было бы достаточно для человечества. И эта сура, 103 по счету, да, она была ниспослана в Мекке, и Аль-Аср, она так и называется. То есть вот это название взято из 1 аята. И Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «А'узу биллахи минаш шайтанир раджим, валь-аср». Вот здесь мы с вами прошли уже, получается, 11 сур, и это 12-я сура. Даже 12 сур, суры Фатиха прошли, да? И это 13-я сура. И Аллах Субханаху ва Та'аля нигде не клялся. То есть мы еще с вами не проходили, да? И вот здесь Аллах Субханаху ва Та'аля клянется чем? Клянется временем. Посмотрите. Мусульманин, он имеет право кляться только чем? Аллахом Субханаху ва Та'аля. Он говорит или валлахи, или билляхи, или таллахи. То есть, когда мусульманин хочет доказать свою правоту или свою правдивость, то он клянется Аллахом. И это не всегда, то есть нигде попало, а именно в очень важных местах. И даже судья, мы знаем, когда идет суд, он спрашивает: клянешься ли ты Аллахом? Почему? Потому что когда человек клянется Аллахом, то это уже очень большая ответственность. Не просто так. Ладно, это я сделаю, иншаллах. Нет. Когда ты сказал это слово, ты поклялся Аллахом, то все, ты это должен, обязан это сделать. И даже, посмотрите, у многих татар, когда они клялись кем? Например, некоторые говорят и пием, клянутся хлебом. Или аньем. Если посмотреть в смысл, да, мы знаем, то, что это является малым ширком, кляться чем-либо или кем-либо, кроме Аллаха. Это сейчас мы чуть позже затронем. Но посмотрите, даже у татар, когда они клянутся, то какими вещами? Посмотрите. Они даже не знали, может быть, про ислам. Но когда они клянутся, то клянутся очень великими вещами. И мусульманин, когда клянется, то он клянется только Аллахом. Только Аллахом, потому что это очень важно. И мы, как я уже сказал, кляться чем-либо или кем-либо, кроме Аллаха, является ширком. И как Лукман сказал своему сыну, то, что ширк является самым большим грехом. Самый большой грех, который человек может совершить в этом мире. Больше его уже нету.
Наравне с ним, да, это или неверие, кафр куфр, или лицемерие, нифак. Но больше него ничего нету. Из-за этого иногда бывает, альхамдулилля, практикующие мусульмане, они как бы знают об этом. То есть наши люди, татары, да, которые, может быть, они приходят на пятничную молитву, может быть, они говорят то, что я верю. Они иногда бывают и говорят такие вещи. Из-за этого наша задача какая? Это тоже объяснить. Почему? Потому что это является ширком. Малый ширк, тоже ширк. Почему? Потому что судный день даже мусульмане куда попадут? В ад. Почему? Или из-за своего слабого имана, потому что он совершал грехи. Или же он просто не изучал свою религию. Такое тоже есть. Времени нету. То есть куда-то человек всегда спешит. Зачем-то гонится. Да, я не говорю то, что не надо вот в этом мире работать. Надо делать причину. Но не надо забывать то, что в судный день, когда мы придем к Аллаху, за каждую вещь мы будем спрошены. И даже за то, что у тебя была возможность изучать религию, но ты ею просто не воспользовался из-за своей халатности. За это мы тоже будем спрошены. Из-за этого, уважаемые братья, мы должны к этому тоже готовиться. И максимально приложить усилия. Почему? Потому что наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, получение знаний – это является фарзом для каждого мусульманина. Кто-то может сказать, я все уже состарился. Нет. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Миналь махди лялляхди» – с колыбели до могилы. Всегда надо развиваться, всегда надо изучать свою религию. Почему? Потому что знание – это свет. Знания, они дают тебе пользу. Больше познаешь свою религию, и тем самым ты больше зарабатываешь довольство Аллаха. И возвращаясь к первому аяту, Аллах субханаху ва та'аля клянется временем. Валь-аср. Время. И больше этим никто не может клясться. И также Аллах субханаху ва та'аля, как он может кляться временем? Потому что время подчиняется кому? Не нам, не ангелам, не джинам, а только Аллаху субханаху ва та'аля. Из-за этого Аллах, Он может кляться всем, чем угодно. Всем, чем угодно. Но здесь Он клянется временем. Почему? Потому что даже у людей время является очень великой вещью. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, цените две вещи. Две вещи. Какие? Ас-сихха, здоровье, валь-фарах, свободное время. Цените вот эти две вещи. Из-за этого Аллах субханаху ва та'аля клянется временем. Валь-аср. И тем самым Он хочет, чтобы мы обратили внимание на что-то. И во втором аяте Аллах субханаху ва та'аля говорит, «Инналь инсана лафи хуср». Инналь инсан. Поистине человек. Инсан. Человек. Но здесь подразумевается какой человек? Каждый из нас. Потому что обращение ко мне.
каждому из нас это обращение. Почему? Потому что все нуждаются в Аллахе, и Аллах ни в ком не нуждается. И он говорит: «Инналь инсана лафи хуср». Поистине, каждый человек в убытке. В каком убытке? Где? В убытке, как вот в этом мире, и также в ахирате. Вот в этом мире мы как можем получить убыток? По-разному. Кого-то Аллах испытывает. Вот у него есть бизнес, и он потерял свой бизнес. Ноль, банкрот. Или же частично. Может, Аллах кого-то испытывает здоровьем. Это тоже убыток. Может, Аллах кого-то испытывает детьми. Это тоже убыток. И также самый большой убыток — это когда? Судный день. Судный день. Я не говорю про не мусульман, а даже мусульмане. Вот представьте себе, человек стоит и думает: сейчас я зайду в рай. И здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к сахабам и спросил: кто такой муфлис? Кто такой банкрот? И сахабы ему начали говорить: тот, у которого были деньги и потерял он их, или у кого был бизнес и потерял. И здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что говорит? Нет, это говорит не тот банкрот, который потерял вот в этом мире что-то. Нет. Это человек, который в судный день, у него были намазы, у него был пост, у него, может, был хадж, садака. Он поминал Аллаха, читал Коран, помогал бедным, кто нуждался в помощи. Когда он придет, и вот здесь к нему подойдет тот, кого он обидел, перед кем он не выполнил какой-то договор или условие, кому-то он не вернул какую-то сумму, вот тогда уже будет другая валюта. Не здешняя, а там. И он будет расплачиваться за свои какие-то упущения. Он видел вот в этом мире то, что пустяк же. Кому-то я там не дал 100 рублей, кому-то какое-то маленькое такое условие не выполнил. Пустяк. Но нет. Аллах субханаху ва тааля, Он аль-адль, Он справедливый. Там уже не будет пустяков. За каждую вещь мы будем отвечать. Никто не будет унижен. Каждый возьмет свое сполна. И даже, посмотрите, безрогий баран, который вот в этом мире забодал баран, который был с рогами, в судный день спросит за это животные. А люди что? Люди тем более будут спрошены за каждую вещь. И представьте себе, к тебе будет подходить один, и ты будешь чем расплачиваться-то? Чем? Своими наградами. И вот здесь одному отдал, другому отдал, третьему отдал. И тихонечко твоя награда что делает? Уменьшается. И в один момент у тебя ничего не останется. И что тогда? Тогда еще люди будут к тебе приходить и уже отдавать
свои грехи. И вот дверь в рай, она была рядом. Она что делает? Отдаляется. Отдаляется. И не дай Аллах. Пусть Аллах убережет нас от этого. Но тогда человек попадет в ад. Да, мусульманин не будет гореть в аду вечно. Но представьте себе, одно мгновение, одно всего лишь. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему показали ад, и он обратился к сахабам, и что сказал? Если бы, говорит, вы видели, вы не поднимали свои головы, откуда? Откуда? Представьте себе. А мы ходим такие расслабленные. Думаем, на следующий год я поеду куда-нибудь отдыхать. Через 2 года я куплю себе квартиру, машину. Такие вот мы планы строим. И вот это деньги, которые ты заработал, может быть, какая-то маленькая часть из них ты заработал, но не расплатился сполна за какую-то работу. И да, Аллах Субханаху ва Тааля вот в этом мире может тебе дать столько благ. Но суд на день, ты будешь за это отвечать. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инналь инсана лафи хуср». Поистине каждый человек в убытке. Илля-ллазина. Вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит и открывает нам свет, кроме которых. И вот здесь мы понимаем то, что у каждого человека вот в этом мире есть выбор. У каждого из нас есть выбор. Мы можем выбрать что? Аману. Первое условие какое? Первое условие – то, что ты уверовал. Вера. Что такое вера? Ашану. Как надо уверовать в Аллаха? Иногда бывает такое, то, что спрашиваешь: а кто такой мусульманин? Как принять ислам? Как уверовать в Аллаха? И некоторые не знают об этом. Не знают. А говорят: я мусульманин. И вспомните, когда человек будет лежать в могиле, и к нему придут 2 ангела, Мункер и Накир, и будут задавать вопросы. И будут такие люди, которые будут говорить: ха-ха, ля адри. Я не знаю. Я просто говорил то, что слышал от других людей. Из-за этого. А мы знаем, как уверовать. Как уверовать? Потому что первым условием, чтобы избавиться от убытка, является аману, уверовать. Что такое уверовать? Мы знаем, у ислама есть 5 столпов. Первый сказать: ля иляха илля-Аллах, читать намаз, поститься, давать закат и совершать хадж. Ну это внешние. Аману. А разберись ты со своим сердцем. Что у тебя там внутри? Ради чего ты все это делаешь? Твой намаз, чтение Корана. Иногда бывает такое, то, что на автомате мы все это делаем. Это ж твой намаз. Это твое чтение Корана. И вообще, читаешь ли ты? Когда последний раз Коран-то брал?
Когда? В тот Рамадан уже наступает этот, не за горами. Из-за этого мы должны задуматься. Когда мы покупаем себе какую-то вещь, машину или даже продукты, то мы смотрим на каждую там шов, не битая ли она, не крашенная ли, или смотрим продукт, когда она, дата изготовления. Почему? Потому что мы покупаем себе, а твой намаз, твое поклонение, это твое, и оно больше никому не надо, только тебе. Так разберись, посмотри, что ты делаешь. Из-за этого аману. Первое условие – уверовать в Аллаха. Уверовать. И как многие татары говорят, я мусульманин, я верю в Аллаха. Да. Первое условие веры является уверовать сердцем. То, что Аллах субханаху ва тааля, Он есть, Он один, Он существует. Да, правильно. Но это только первое условие. А второе – ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Даже это некоторые говорят, мы знаем, да. Может быть, они там ломают язык. Мы знаем то, что язык без костей. Он все, что хочешь, скажет. Говорят. Но есть еще и третье условие. Смотрите, многие из нас получили профессию. У каждого из нас есть диплом. И когда ты приходишь на работу, показываешь свой диплом и говоришь, вот я, такой-то. Он говорит, хорошо. Вот тебе испытательный срок, докажи. Вот так. И мы должны доказать. Если ты мусульманин, если ты говоришь ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, так докажи, покажи, как им быть. А у нас многие что говорят? А мне достаточно уверовать и все. Нет, недостаточно. Мы должны еще доказать, показать это. И вот здесь Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ва амилус салихат». И тот, который делает праведные дела. Что такое праведные дела? Это не только 5 намазов в день. Это не только пост месяца Рамадан. Может быть, закат и хадж. Нет. Нет. Это еще дополнительные поклонения. А почему они нам нужны-то? Зачем? Зачем мы должны совершать сунну? Зачем? Потому что, когда мы совершаем те приказы Аллаха, то у нас есть упущения, какие-то недостатки, недочеты. И вот этими дополнительными поклонениями мы дополняем сначала свои недочеты, которые допустили в обязательных молитвах. И потом уже Аллах субханаху ва тааля, Он же не сказал то, что вот он, рай, и он один. Нет, в раю есть степеня. Сколько их? Сколько? Кто-то говорит, 8. Нет, 8 дверей. А в раю 100 степеней. Есть. Как в раю 100 дараджат, а в аду 100 даракат. В раю 100 степеней. И в аду тоже. И вот здесь пророк Аллаха, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, что говорит? Когда вы просите рай, то просите что? Какой рай? Самый наивысший. Фирдаус. Почему? Неужели тебе недостаточно вот первого? С одной стороны, достаточно хотя бы туда попасть. Но смотрите, представьте себе гору, поднимаешься. Ну, многие у нас, наверное, на машинах, так ведь? Когда в гору поднимаешься,
и бац, в горе остановился. На горе остановился. Куда легче поехать? На месте остаться? Наверх или вниз? Куда? Всегда легче скатиться с горы. Вот здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, нам приводит просто простой пример. Если ты поставишь точку внизу горы и поставишь эту цель, то тогда тебе скатиться дальше будет легче, чем остаться на месте. Из-за этого Он нас призывает поставить цель, точку на вершине горы, чтобы мы всегда стремились наверх. И когда ты едешь, пусть будет потихонечку, но ты будешь ехать и стремиться туда, потому что ты видишь свою точку. А если ты остановишься, к сожалению, многие мусульмане так и делают. Когда они уверовали, у них был вот в начале ислама, да, осознали, выучили 5-10 сур, прошло 20 лет. Сколько сур знаешь? В лучшем случае 10. В лучшем случае 10. А сколько книг прочитал? В Рамадане Коран читал, и то не полностью. Вот такой у нас сейчас уровень. Вот такой у нас сейчас уровень. И потом мы думаем, почему мусульмане такие слабые. Вот почему. Потому что мы сегодня очень любим вот этот мир. Этот мир мы очень сильно любим. И если заглянуть в наше сердце, то вот этот мир, наверное, занимает как минимум больше половины места. А может и даже больше. Не знаю. Это уже индивидуально все. Из-за этого мы должны задуматься, какие у меня ценности, что я приготовил к встрече с Аллахом. Вот сегодня только провожали нашу сестру. Так, каждый день кто-то приходит в этот мир и также уходит. И в один момент и твоя очередь тоже настигнет. Ангел смерти придет к тебе. Но когда? Когда? А если сейчас? В этот момент? Есть гарантия того, что он сейчас не придет? Нет. Ни у кого нет. Абсолютно. Пусть это будет президент или самый бедный человек. Нету гарантии. Из-за этого готовиться надо. Ва'амилю салихат. Уверовал и совершаешь благие дела. Не надо останавливаться. То, что я читаю намаз и все. Нет. Стремись. Двигайся вперед. Двигайся в гору. Да, тяжело, понимаю. Никому не легко. Ну, а куда я деваться-то? Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, тоже, когда он пошел в Таиф призывать людей к исламу, объясняет то, что религия ислама это просто добро, это хорошо. Его что делали? Побивали камнями. Ты нам такой не нужен. Но он остановился на этом? Нет. Когда к нему пришел ангел горы и сказал, давай мы их уничтожим. Он сказал, нет, не надо. Смотрите, как он старался. А мы с кого должны брать пример? С кого? Вот с него мы должны брать пример. Когда ему обещали горы, богатство или власть, он сказал, мне это не надо. Почему? Потому что все это временно. Временно. А вот потом, когда мы вернемся к Аллаху, вот там да. Вот там нам все это пригодится. Но что у нас будет? Что ты приготовил? Какой ты дом построил? Что там есть?
И вот этот аят состоит из двух частей. «Илля аллазина аману ва амилу салихат». Это то, что касается человека лично. Лично для тебя. Ты должен, во-первых, уверовать, то, что Аллах Он есть, то, что Он один только. Сказать «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах» и доказать то, что ты мусульманин. Потом идет продолжение. «Ватавасау биль-хакки, ватавасау bis-сабр». И потом ты должен призывать людей, объяснять им, где правда, где хорошо, а где плохо. Почему? Потому что если по твоей причине и по милости Аллаха хотя бы один человек уверует, начнет читать намаз, поклоняться Аллаху, или ты его научишь читать Коран, то даже после твоей смерти вот эти блага, то, что ты призывал, то, что ты научил истине, оно будет тебе помогать. Может быть, по этой причине у тебя будет увеличиваться степень в раю, а может быть, вот именно вот это, ватавасау биль-хак, то, что ты обучил кого-то, указал ему истину, научил ему читать намаз, Коран, спасет тебя откуда? От огня, от ада. Ватавасау bis-сабр. И, конечно же, мы должны призывать к терпению. Почему? Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля в суре Бакара что говорит? «Васта'ину бис-сабри вас-салях». Да, у каждого человека вот в этом мире есть какие-то проблемы. У каждого абсолютно. Не бывает такого, чтобы у всех все было хорошо. У каждого есть проблемы. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит, если у тебя возникла какая-то проблема, беда, ты не должен на своей голове рвать волосы. Васта'ину. Проси помощи. Конечно же, у Аллаха. Через что? Без-сабр. С терпением. Прояви терпение. Успокойся. Подумай, что ты можешь сделать, какую причину ты можешь сделать. Именно причину. Потому что Аллах тебе помогает. Остановись. Прояви терпение. Вассаля. Саля имеет два значения. Языковое и шариатское. Шариатское понятно, да? Саля это намаз. Языковое это мольба, дуа. И то, и другое правильное. Потому что даже в намазе ты что делаешь? Обращаешься к Аллаху. Обращаешься к Аллаху. И самое сильное оружие мусульманина что? Дуа. А самое близкое состояние человека, мусульманина, к Аллаху где? Сажда. Так проси. Делай причину максимальную. И тогда, иншаллах, Аллах тебе ответит. Аллах тебе поможет. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, Он Аль-Алим. Он знает твою проблему. Аллах Субханаху ва Тааля Аль-Басир. Он всевидящий. Он видит тебя, где бы ты ни был. Аллах Субханаху ва Тааля Ас-Самир. Он все слышащий. Из-за этого прояви терпение. Обратись к Нему. Проси у Него. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля облегчит тебе. Всего лишь легко. С одной стороны. А вот с другой стороны очень даже тяжело. Почему? Потому что когда мы что-то теряем,
вещь, у нас находится где? В сердце. В сердце. И если вот эта вещь занимает большую часть нашего сердца, то тогда, да, мы начинаем печалиться. Печаль — это естественная вещь, мы начинаем плакать. Да, Аллах Субханаху ва Тааля нас создал такими. Но мы должны понять, вот через эти тяжести, трудности Аллах Субханаху ва Тааля хочет нам помочь. Как? Через проблемы, что ли? Да, через проблемы. А как помочь? Он хочет, чтобы мы больше обращались к Нему, чтобы мы больше Его полюбили, чтобы у нас грехи, которые у нас есть, они есть у всех. Нет идеального человека. У каждого из нас есть недостатки. Аллах хочет нам простить и облегчить самый тяжелый день. Когда наступит судный день. Вот он что хочет. Все. Из-за этого пусть каждый из нас задумается, приготовится и посмотрит, что я приготовил, что я делаю. Аману, альхамдулилля, ва амилу салихат. Если ты совершаешь благие дела, альхамдулилля, хорошо. Ва тавасау биль-хак. А ты призываешь к истине, объясняешь, а может быть на своем примере просто показать и все, если ты стесняешься что-то говорить. Показывай. Едешь ты на машине, уступи. Вот что, вот где это терпение, вот где это истина. Из-за этого пусть каждый из нас задумается. Во-первых, над этими аятами, а во-вторых, конечно же, над теми делами и над теми словами, которые мы делаем и говорим. И все. И если мы приготовимся, если мы будем размышлять, если мы будем взвешивать, как Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху анху, сказал, взвесь свои дела вот в этом мире. И слова тоже, пока тебя не взвесил. И тогда мы, иншаллах, не будем в убытке. Но если же мы не будем и будем жить в беспечности, то тогда очень большая вероятность того, что мы можем попасть в убыток. Субханаллах, бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.